Londony pokazywali dzikich zwierzy i zasmatreni brali ginami i собаками i kaszkami na korm dzikim zwierzom. Одному человеку захотелось погладить зверей. Он ухватил на улице собачонку и принес ей в зверинец. Ева пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съедение. Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал ей. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул ей лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал ей. Когда хозяин бросил льву мясо, лев оторвал кусок и оставил собачке. Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу. С тех пор собачка жила в водной клетке со львом, лев не трогал ей, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней. Один раз барин пришел в зверинец и узнал свою собачку. Он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но как только стали звать собачку, чтобы взять ее из клетки, лев ощетинился и зарычал. Так прожили лев и собачка целый год в водной клетке. Через год собачка заболела и сдохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал ей лапой. Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. Целый день он бился, метался в клетке и ревел. Потом лег подле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел нести мертвую собачку, но лев никого не подпускал к ней. Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку. Но лев тотчас разорвал ей на куски. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку и так лежал перед ней. На шестой день лев умер.